На новое прочтение классика татарской драматургии Наки Самбета приглашает в предстоящие выходные театр имени Камала. Там премьера, спектакль, как новое прочтение пьесы «Миркай и Айсело». Подробности о нашей гости, актрисы театра Лейсан Файзульной. Лейсан, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Лейсан, вот насколько мне память не изменяет, впервые эта пьеса была поставлена в 1936 году. Верно. Да, затем ее поставил Марсель Салимжанов. Вот о чем она и чем она может быть интересна нашим современникам? Ну, вообще, общественность и жизнь в обществе, это же всегда актуально. А это маленькое общество, это маленькая деревня, в которой произошла маленькая история, связанная с парнем и девушкой. Любовная. Да-да-да. Ну, как и все искусство связано с любовью. Да. Все связано с любовью. Да, в вся этой наша жизнь. Да. Вот. И случилась такая история, что кто-то позавидовал, кто-то влюбился, а взаимная любовь... Треугольник какой-то? Там даже не треугольник, там многоугольник. О, вот завязочка. Да. Все мужчины, молодые мужчины деревни влюбились в одну девушку. Видимо, она всего одна в деревне была, я так понимаю. Нет, она была просто завидной невестой. Она была интересной, потому что... Да-да-да, она сняла платок, она показала лицо одной из первых девушек. И... Тогда, конечно, понятно. Да, и мужчины многие обращали на нее внимание. И каждый соревновался за ее сердце. Да, и парень, который вернулся с работ, он строил железную дорогу, вернулся, к ней пришел, и в эту же ночь их поймали, хотя они ничего такого не делали, они просто договаривались. Разговаривали, да. Нет, они разговаривали. Вот, и их поймали и сказали, что они совершили зина, большой грех, и собрали всю деревню, измазали их лица черной краской, сказали, что они грешники, и в это время еще была засуха, и все винили их, что вот они нагрешили, да. Да, они нагрешили, и дождя нет. И после того, как их бьют, идет дождь, и все думают, что они правы. Да. Это ужасное стечение обстоятельств. Не виноваты. Да, не виноваты. В итоге девушка сходит с ума, и парень к ней возвращается, вроде бы ему там ломают руки, ноги, он лежит в больнице, возвращается обратно, она уже сошла с ума, и такая драма. Как то есть это драма... То есть это жанр драма? Да, даже трагедия. Ну а все, как все хорошо начиналось? Всегда все в любви хорошо начинается. Ну, слушай, иногда и вообще-то хорошо заканчивается вообще-то. Пьеса о зависти, о общественном мнении, что оно может быть ошибочным и трагичным. То есть, да, достаточно серьезная тема. Не нужно осуждать. Возрастное ограничение 12+, 16+? Я думаю, что 12+. Ничего такого нет, да? Кроме сцены с побоями. Да. Ладно, хорошо. Говорят, что актер должен вжиться в роль или хотя бы частично пережить то, что пережили их герои. Вам было сложно вживаться в роль? Я же понимаю, правильно понимаю, что да, Айселу играете, это были вы. Главную героиню играли вы. Вот вы сейчас рассказали, вот действительно, как вы все давайте разделим спектакль на две части. Первая половина радостная для женщины, может быть, где у нее много поклонников, да? Как вы в эту часть вживались, да? И как вы пытались сыграть страдания. Трагическую сторону. Трагическую часть, да. Мне кажется, вообще природа актера, она такая, она всегда любит что-то более страдальческое играть, ежели чем что-то веселое. Ну, веселое нелегко играть вдвойне, потому что это же состояние души, которое у тебя либо есть, либо нет, а может быть, даже и нет, да? Тебе приходится веселиться. Да, а мне кажется, драму и трагедию, особенно девушки, что вот она такая нежная, что она такая ранимая, играть намного легче. Вот, и думаю, что вживаться особо и не пришлось, просто, это моя работа, и я делаю свою работу так, как должна ее делать. Вот. Вторую главную роль играет Эмиль Талипов. Как вам сработалось с этим партнером, с этим актером? Ну, это мой однокурсник. Мы с ним знакомы очень давно. Получается, мы работаем где-то... То есть играть чувства было несложно, в принципе, да? Вот уже со знакомым, можно сказать, с близким человеком Конечно, да. Мы вообще всем театром как семья, но когда это твой однокурсник, это как будто бы вы с детства вместе. И тут история такая же, что они с детства выросли вместе, они рассказывают друг другу, что они игрались вместе, вот что до сих пор их любовь вот такая... крепкая. Часто бывает, что актеры
потом продолжают любовные линии. Ладно, хорошо, не об этом. Не об этом. Сейчас в личную жизнь не лезем. Ни в вот коем вы говорите, случае. что театр действительно это вот одна большая семья. И вот молодой режиссер Ильгиз Зайниев, вот все ли его задумки, все ли его чаяния, желания, вот, требования удалось осуществить и вообще как работалось на площадке? Это, Под кстати, его руководством и вообще в коллективе. Поняла. Кстати, это он наш однокурсник третий, получается. Все понятно, Да, все по-домашнему. да, скорее всего так. И Ильгиз, он постоянно учитывает и наши какие-то потребности, наши желания. Он всегда слушает, прислушивается. И мы можем даже собраться как-то втроем, поговорить об этом вне репетиции. Обсудить. Да. И мне кажется, Ильгиз, он же сам и пишет, и он всегда учитывает какие-то драматургические тонкости. И с ним интересно работать в том плане, что ты всегда уважаешь его за то, что он еще и понимает хорошо драматургию. И поэтому он может дать очень многое, и после репетиции ты долго думаешь, еще додумываешь, потом пишешь ему вечером, и говоришь: Ильгиз, может быть, сделаем так. И это была такая страстная, интересная работа, мне кажется. Вот вы говорите, додумываешь, что-то предлагаешь, ну вообще думаешь об этом, Да. переживаешь. А вот как вот после репетиции, либо вот спектакля вы еще остаетесь в этой роли или вот стараетесь все-таки абстрагироваться? Наверное, это самый распространенный вопрос, который мне задают, но я не устаю на него отвечать, потому что я хочу доказать людям, что актер, он существует в данной ситуации, то есть ему даются декорации, обстоятельства из пьесы, свет, много всего на сцене Костюмы. есть, да, костюмы. И ты выходишь на сцену, и это уже совсем другое состояние, потому что это твоя работа, во-первых. Да. А во-вторых, вот когда это все складывается воедино, вот эти все обстоятельства и актер, только тогда появляется образ, роль и вот... И этому веришь, зритель этому верит. Да, а когда ты выходишь со сцены, это уже совсем другое состояние, потому что уже и стены другие, и одежда другая, и даже косметика другая, все другое, и поэтому играть в жизни это невозможно. Мне кажется, это глупо даже думать, что актер, когда выходит, он продолжает играть эту роль. Может какой-то маленький осадок остаться, но это больше связано с интеллектуальной деятельностью. Додумать, прибавить что-то, добавить к роли, но не более. Ну что ж, Александр, спасибо большое. Мы желаем вам удачи, удачной премьеры, аншлагов и всегда вовремя входить и выходить из роли. Да. Друзья, Беркай и Айсылу, добро пожаловать на премьеру. Кому интересна драма и мелодрама, с радостью будем вас ждать там. Сейчас узнаем, что еще интересного происходит.